Свалка в Малгобеке все увеличивается. Это место не раз провоцировало недовольство местных жителей. Здесь же в грязи пасутся коровы, кружат мухи. Очередной рейд организовал комитет экологии. О результатах проверки расскажет Дана Плеева. Отходы, среди которых бытовой, строительный и биологический мусор, с каждым днем расширяют территорию этой свалки. Зловонный запах распространяется по всей округе. Помимо всего прочего, здесь развелось большое количество мух, переносчиков различных болезней. Около 3 дней подряд неравнодушные местные жители буквально бастуют около свалки, ведь она расположена рядом с их селом Лермонтово. Несанкционированная свалка беспокоит Абдулмаджида не только запахом, но и одним своим видом. По его словам, она существует уже на протяжении 26 лет. علامات الخوز يست خوز أولس وجود ميل أجر خوز أولس ير تأخذ نتوشوا حلقة بريش على الريسبوبليك يلا شو ده شورت إسرائيل عيلات وأمريكا 150 متر وأولس تجار ما شكات سريخ يا تأخذ سوالك درجة ودوخن دوتخ تيجعلي تيمليل جو هم شورتي حشو أتكريتي أشاك إنفكسيون زبلواني يزي تأخذني عن زعيق ميين شوط جرادوس يأخذ ميين لا خليولش سوالك حلوتي ستولتي كوا نار أها يشوا تقول يشوا شورتي حج حيوات سوالك هذا يارجو سخرج حتى كور. За столько лет свалку ни разу не пытались ликвидировать. Жалуются жители представителям комитета по экологии и природным ресурсам. А ведь она вредит здоровью тех, кто живет здесь поблизости. Многочисленные письма в местную администрацию и санэпидемстанцию так и остались без ответа. Муниципальный контроль здесь не осуществляется. А баннер, появившийся еще в прошлом году с надписью «Свалка запрещена, штраф 5000 рублей», лишь для отвода глаз, считают они. Потому как, по словам местных жителей, за все время не было наложено ни одного штрафа. Несколько дней назад сельчане проявили инициативу и выкопали траншею, чтобы закрыть дорогу к свалке. Но мусор сюда выбрасывать так и не перестали. نقاق بوز هاي تاو هاوس الموزي بالجوز ديفن اوز حج حيواوس حار ان كوايقه اخاي شوز واتسك حار انا اخاي شوز واتس داخ بوصل دياج وي خلص بوصل دين تن خلديش خوين ياخش خلص كزك ديال خير ديزر خويا انا كيرتر ديال خير خولي بس مو هم استنو ليلي جروي مو حمدو تدروي فديت دو نا مسكي تخيما مو خيك دو مرزقي خيك دو بقول وقت خيكر در بيدني تخون أو نوور دير حلقة عقوبش خلص نها ليتيشات بقول ونا دقدر خدولش да حمدي يا أخوة. В прошлом году главой республики было дано поручение о закрытии всех несанкционированных свалок. Весь мусор должен вывозиться в Сунжицкий полигон. С каждым днем эта река из мусора только расширяет свои берега. Более того, зловонное место облюбовал крупный рогатый скот и домашние животные. пакет, потом муж Как выяснилось, сорять здесь все, кому не лень. Это относится как к местным жителям села, так и городским. Но большую часть мусора сюда привозит Малгобекская ЖКХ. Свалка не закрывается, свалка эксплуатируется. Несколько раз наши сотрудники комитета экологии прибывали на этот участок, проводили здесь рейды, устанавливали, что сброс отходов осуществляет предприятие ЖКХ города Малгобек. По данному факту мы привлекли к ответственности и главу администрации, и саму администрацию, предприятие ЖКХ и руководителя предприятия ЖКХ. Штрафы, если в общем расчете, больше 600 тысяч штрафов назначено вот по этой именно свалке. До того, как было поручение о закрытии свалки, свалка находилась на вот край свалки был где-то метров 100 отсюда. Подальше. Вот это все, что выложено, это уже после поручения. Говорит о том, что абсолютно не соблюдается вот это поручение. То есть выбрасывают мусор. Много раз ловили, много раз наказывали за это, но не имеет это действия для местных властей. Представители комитета экологии и природным ресурсам обнадежили жителей села Лермонтово. Свалка будет ликвидирована благодаря федеральному проекту «Чистая страна». Глава Республики Ингушетия и председатель комитета Магомед Бабхоев находятся в Москве и в ближайшее время встретятся с министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрием Кобылкиным. Обозначит именно проблемные участки в республике, в число которых входит и эта свалка. Туда входят 4 свалки, именно если говорить о ликвидации объектов накопленного экологического ущерба. Это свалка города Назрани, Малгобека, сельского поселения Нестеровское и свалка города Карабулак. Родничок, расположенный чуть выше этой свалки, также тревожит сельчан. В этом месте, напоминающем небольшое болото, когда-то бил ключ с кристально чистой водой, которую пили все местные жители. А теперь вода течет прямо к свалке, а там ее пьют местные коровы.
коровы. И ведомство потребовало от жителей Малгобека и муниципальной власти официального закрытия свалки. Им необходимо осуществлять должный контроль и вывозить мусор в Сунжский полигон. Что касается родника, сельчане заручились привести его в порядок своими силами. И, возможно, в скором будущем это место вновь станет цветущим и служить зоной отдыха для всех жителей Малгобека. Дана Плеева, Хамзат Холухоев, Новости 24.